Всем добрый день! Меня зовут Любовь Андреевна, я являюсь научным сотрудником Литературного музея Ивана Алексеевича Куратова. Я приветствую всех участников куратовских чтений 2020 года. Тема моего выступления – Варфоломей Иевлев, внучатый племянник основоположника коми-литературы Ивана Алексеевича Куратова. В собрании Национального музея Республики Коми хранится кладезь уникальных материалов, документов, фотографий, писем, связанных с историей, литературой нашего края. Я хочу рассказать о внучатом племяннике, основоположнике коми-литературы Ивана Алексеевича Куратова, Варфоломее Агапитовиче Иевлеве, по материалам Национального музея Республики Коми. Из биографии Варфоломея Иевлева известно, что он родился в июне 1894 года в селе Нушуль. Он являлся сыном Анны Афанасьевны Куратовой, дочери старшего брата Ивана Куратова Афанасия. Варфоломей Иевлев был участником гражданской войны, служил в Красной армии на Северном фронте, в политотделе 1-й стрелковой дивизии, вел большую партийно-политическую работу среди солдат. Также он был делегатом 12-го Всероссийского съезда инженеров и техников, состоявшегося в 1918 году в Петрограде. Последние 12 лет жизни Варфоломей Агапитович прожил в доме-интернате для престарелых. 24 сентября 1989 года его не стало. Просматривая личный архив Варфоломея Иевлева, я обратила внимание на интересную фотографию, которая была сделана в 1910-х годах во время его учебы в Вятской сельскохозяйственной школе. Данную фотографию сделал Михаил Шиляев, ученик фотохудожника, председателя Вятского фотографического общества Сергея Лобовикова. Известно, что Лобовиков являлся одним из авторитетных мастеров фотографии 1920-х годов. Его персональные выставки организовывались в Нью-Йорке, Токио и Осаке. Последние десятилетия своей жизни Лобовиков со своей семьей прожил в Ленинграде, работая в фотокинолаборатории Академии наук СССР. В 1941 году Сергей Лобовиков во время бомбежки в Ленинграде погиб. О Михаиле Шиляеве ничего не известно, но очевидно, что у мастера был профессиональный подход к фотографии. Также в материалах Иевлева представлена небольшая брошюра «На службе земли северной». В этом издании говорится о развитии сельскохозяйственного техникума в Коми-крае со дня его основания. Брошюра начинается со статьи Варфоломея Агапитовича «Детище революции». В своем материале он отмечает, что чиновники царского правительства не верили всерьез и возможность успешного развития сельского хозяйства на севере. Характеристику состояния животноводства дал архангельский губернатор князь Голицын. Коровы изображают из себя не тех коров, которых мы привыкли видеть в хозяйстве среднего русского крестьянина. Здесь, на Печоре, это какие-то выродки, величиной с тёлку, с горбатой спиною, на высоких ногах, безрогие, с весьма слабо развитым брюхом. Нет сомнения, что от такого пигмея скота пользы в хозяйстве ожидать никак нельзя. Также Иевлев подчеркивает, что положение со специалистами сельского хозяйства в Усть-Сысольском уезде было хуже, чем с медицинскими работниками и учителями. На Первом Зырянском агрономическом совещании в июле 1918 года был поднят вопрос о создании сельскохозяйственной школы. И уже в конце 1918 года план создания был утвержден наркомземом.
А 25 сентября 1919 года в зданиях бывшего Ульяновского монастыря открылись занятия. Первым заведующим был назначен агроном Василий Никифорович Никитин. Срок обучения в техникуме был рассчитан на 2 года. Техникум принял 53 учащихся. Ульяновский совхоз предоставил хорошую базу для учебы. Монастырские здания оказались хорошими помещениями для классов, лабораторий и общежитий. Но выбор места для сельхозшколы не был во всем удачным. Монастырь от Усть-Кулома находился в 20 километрах. Не было средств связи, радио и телефона. Совхоз, правда, казался монастырем. В начале декабря 1919 года занятия в школе были прерваны, так как район был занят белогвардейцами. Белые хотели сами проводить занятия в школе, но не хотели содержать учащихся. Отец Платон, как близко стоящий хозяйству монастыря, разрешил временно содержать учащихся на картофеле и на капусте. В конце января белые были изгнаны из Усть-Кулома, так и не проведя ни одного занятия в сельхозшколе. И только осенью 1920 года был открыт новый прием в школу. В июле 1920 года на экономическом совещании при облисполкоме было принято решение перевести школу в Усть-Сысольск и переименовать в техникум. Далее Варфоломей Иевлев пишет, как приобреталось оборудование для техникума. За счет сельхозпромышленного товарищества было закуплено оборудование для химической лаборатории и электрооборудование для электростанции в учебном хозяйстве в Ульянове. Стоит отметить, что это было первое электрифицированное учебное заведение в Коми области. Свой материал Варфоломей Агапитович сопровождает фотографиями, в которых представлен первый выпуск техникума, который состоялся в 1923 году. Также есть фотография организаторов техникума Василия Никифоровича Никитина и самого Варфоломея Иевлева. Брошюра «На службе земли Северной» сопровождается материалами первых выпускников техникума, которые рассказывают о студенческом времени. К слову, люди приложили много энергии и сил для создания всех условий, чтобы развивалось сельское хозяйство. Но, как мы видим, на сегодняшний день данный вид хозяйства не развивается. Поля, на которых раньше трудились, заросли густым лесом. Следует отметить, в архиве Иевлева хранится рукописная тетрадь с записями популярных народных песен, романсов, стихотворений, которые он записывал в годы учебы в Вятской сельскохозяйственной школе. Также имеется выписка номер 90 заседания Президиума Коми областного исполнительного комитета от 16 сентября 1936 года. В документе говорится о награждении юбилейными значками знатных людей, стахановцев и ударников, отличников социалистического строительства Коми области. Среди них директор совхоза НКВД Варфоломей Агапитович Иевлев. В газете «Верледжищ» «Лесоруб» за 16 января 1941 года опубликована фотография Варфоломея Иевлева с пометкой «Дырно совхозца директор Варфоломей Агапитович Иевлев Йорт, совхозен учала даса дво, фотоус Ермолинлен». Директор совхоза Дырнос, товарищ Варфоломей Агапитович Иевлев, фотография Ермолина. Стоит подчеркнуть, что Варфоломей Иевлев является яркой личностью своего времени.
К сожалению, сведений о нем не так много. Задача же современных исследователей – нарисовать полную картину его биографии, жизненного пути. Несомненно, интересна судьба Варфоломея Агапитовича Ивлева как одного из последователей рода Ивана Алексеевича Куратова и одного из первых организаторов Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума. Спасибо за внимание.